Дзюдо, вольная борьба, бокс, футбол, смешанные единоборства и многие другие виды спорта продолжают жить в период глобальной пандемии. Тысячи спортсменов в прошлом году, несмотря на некоторые ограничения, сумели добиться внушительных результатов в ингушском спорте. Выступая с приветственным словом, председатель правительства Владимир Сластенин поблагодарил всех деятелей спорта от имени главы республики за достигнутые результаты и отметил самые важные из них. Если мы даже оглянемся всего на 1 год назад, мы даже с Алией Исаевичем в условиях пандемии провели такое крупное мероприятие в марте, помните, на приз Кариматова, Алихана, когда к нам приехало 76, Алия Исаевич, представителей со всей страны. Вы помните, как горели глаза мальчишек, когда они видели звезд мирового спорта у нас в гостях. Вы знаете, у нас 32 спортивных сооружения, построено тоже очень много ФОКов. Нам помог Минспорт, и нам дали денежные средства на строительство и поддержание 2 полей, 2 полей. И глава сказал однозначно, 1 поле Молгобек, надо возрождать Ангушт. И вы помните наш праздник 250-летия, тоже благодаря главе, что мы возродили стадион в городе Сунжи. Его возродили, он практически там был разрушен, а сейчас у нас такой красавец, где можно проводить такие спортивные соревнования. Поэтому много сделано Министерством спорта, вами. Еще раз слова благодарности и пожелания удачи, чтобы в этом году не хуже сработать. Сластенин наградил некоторых присутствующих юбилейной медалью 250 лет единения Ингушетии с Россией за вклад и развитие физической культуры и спорта. Несмотря на все трудности, в прошлом году Минспорту Ингушетии удалось провести 90 спортивных мероприятий всероссийского, регионального и республиканского уровней. Получилось организовать 78 выездных мероприятий и 12 на территории республики. Всего более 3000 спортсменов смогли принять участие в различных турнирах, чемпионатах и первенствах. Выступая на соревнованиях всероссийского международного масштаба, спортсмены республики завоевали 81 золотую, 53 серебряные, 71 бронзовую медаль. За текущий год 44 спортсмена по результатам, достигнутым в 2019 году, 2019 год, трудоустроены в государственное бюджетное учреждение Центр спортивной подготовки на должность спортсмена. 44 спортсмена, я здесь хотел бы пояснить. Одним из приоритетных направлений в развитии физической культуры и массового спорта в Ингушетии является создание физкультурно-спортивных учреждений в сельских поселениях. В рамках регионального проекта «Спорт. Норма жизни» построен и реконструирован спортивно-тренировочный центр Мужичи. Отныне здесь полноценно могут проводить сборы не только местные команды, но и спортсмены из других регионов, и это еще далеко не все. Поставлено 3 комплекта футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. Это сельское поселение Кажи, уже объект ввели в эксплуатацию, функционирует и достаточно качественно, за что я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этих объектов. Следующее, сельское поселение Новый Редант. Жители Нового Реданта, они, конечно, давно заслуживали такой спортивный объект, и я надеюсь, Божьей помощью у нас в первый квартал этого года мы полностью осуществим объект, и я думаю, там будут проводить игры, уже будет функционировать футбольное поле. И, конечно же, личное поручение главы республики было город воинской славы, город Молгобек, именно построить футбольное поле. Среди прочих почетных гостей на коллегии Минспорта присутствовал и заслуженный тренер России, основатель школы дзюдо и самбо в Ингушетии Яя Мережков. Он напомнил, как тяжело давали спортивные достижения в их молодости и призвал дорожить возможностью, которая есть сейчас для развития спорта в целом. Новое правительство и новый министр Схидрга Бог внимание более уделять
Также Минспортом региона заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на текущий год. Кроме того, в Министерство России направлена вся необходимая документация для выделения средств на строительство ФОКа с игровым залом в селе Барсуки. Рассматривается вопрос об открытии Академии национального вида спорта в столице республики. Под конец встречи Али Дашлакоев вручил почетные грамоты тем, кто так или иначе вносит пассивный вклад в развитие спорта в нашем регионе. Михаил Тангиев, Магомед Белакиев, Новости 24.